Бзира шума захабла часан хайча, бзира шума загирта район корчумтяя засысча, абрейха ам тапшаны шахаез, дара за табу пашахуд, дара за гипатуак хцудабри. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нашел возможность прийти сегодня сюда. Спасибо и тем, кто организовал сегодня нашу встречу. Еще отдельно хочу и администрации города спасибо сказать, и руководству этой замечательной школы за то, что дали нам возможность здесь, в этом зале, спокойно сегодня встретиться. И, кстати, директор школы Лиана Хварская и педагоги здесь присутствуют. Я всегда говорю, что учитель – это гражданин номер один. И спасибо вам за вашу работу. Я хочу, чтобы вы им поаплодировали. Всегда учитель. И возвращаясь чуть назад, я хотел бы ко всем обратиться. Понятно, что мы обсуждаем серьезные, насущные вопросы. И всех они нас волнуют искренне. Но мы находимся в храме образования. Об этом забывать не стоит. Надо быть более сдержанными, друзья. И проявлять уважение друг к другу. И, кстати, эта школа названа в честь великого абхазского политического деятеля начала 20 века Ефрема Алексеевича Эшпа, у которого через 5 дней, 7 марта, ровно 130 лет с даты рождения. Поэтому и прошлое свое надо уважать. Я думаю, Ефрем Алексеевич Вахиудалхамзад, он вряд ли мечтал о том, что через 100 лет вот здесь в школе, названной его именем, кто-то будет с кем-то ругаться. Но это неправильно. Абсуаухара. И прежде чем начать разговор об общих вопросах, которые, безусловно, нужно обсуждать, на них нужно реагировать, здесь мои друзья передо мной говорили и после, наверное, скажут, я чуть-чуть хочу обратить свое внимание по проблемам именно нового района. Вот вчера вот известная журналистка Марьяна Котова обратилась в социальных сетях ко мне, сказала, чтобы я посмотрел ближайшую территорию, как люди живут, в каком состоянии. Я и вчера смотрел, и до этого здесь я часто бываю. И, конечно, картина удручающая. Картина удручающая. В 21 веке люди так жить не должны. Я вот недавно был на Донбассе, где идет война. И вот вечером мы прогуливались с нашим легендарным руководителем Пятнашки Сахраевизба по городу, по Донецку. Слышны были взрывы. С передовой доходили до нас эти звуки, а перед нами ложили асфальт вечером. Вот здесь есть несколько человек, которые с нами были, они вам это подтвердят. И поэтому никакого, конечно, оправдания нет никому нам всем, что вот 30 лет прошло, в этом году 30-летие Победы, что люди в 21 веке живут так. Здесь еще и другая есть проблема. Вот даже километра нет от того места, где мы сейчас с вами сидим, где наши детки, здесь более 760 наших маленьких граждан обучается, правильно? Даже километра нет, а вот отсюда находится свалка. Там накопилось за это время более 40 тысяч кубических метров мусора. Это экологическая катастрофа. Там в жаркую погоду вот эти все испарения ветром идут вот прямо сюда к нам, где люди живут. А в дождливую погоду вся отравляющая масса впитывается в почву. В 2019 году, формируя инвестиционную программу на ближайшие 3 года, лично я, покорный ваш слуга, мои коллеги, мы заложили строительство полигона мусорного в Гулрипском районе. Для чего было это сделано? Для того, чтобы очень в короткие сроки, и, кстати, по нашему плану этот полигон должен быть завершен уже в 2021 году. Насколько я вижу, этот полигон сейчас в стадии строительства, затянули время, потому что не могли определить подрядчиков, от них забирали, другим давали и так далее. Сейчас не хочу уходить в детали. Так вот, для чего это было нужно сделать? Для того, чтобы мусор, бытовые отходы прессовать и свозить в одно место. И чтобы избавить Абхазию от мусорной проблемы раз и навсегда. Плюс хочу вам сказать и про другой проект, который, к сожалению, до сегодняшнего дня не реализован. Это детская республиканская больница. Мы еще
в 2018 году начали обсуждать, в 2019 году заложили в инвестпрограмму проект строительства нового здания детской республиканской больницы, который должен был быть уже тоже сегодня построен. И это тоже здесь недалеко, это вот на территории республиканской больницы. Это здание должно было быть функционировать, уже должно было открыть двери. Но до сегодняшнего дня даже проект не подготовлен. Потом, конечно, да, что-то делалось и раньше. И в 2018 году, я помню, когда бывший глава города здесь вот по улице Картозия, какая дорога была, вы жители помните, когда дети в мокрую погоду, даже не промочив ноги, не могли до школы дойти. Заасфальтировали там порядка 800 метров, какие-то ремонтные работы здесь сделали в спортзале. И сегодня что-то администрация делает. Вот я вчера, буквально или позавчера, смотрел репортаж абхазского телевидения, там придомовые территории очищаются, сносятся старые заборы. Но я хочу вам сказать, что в современном мире и при наших сегодняшних возможностях силами администрации ваши проблемы, наши проблемы решить невозможно. Здесь, на новом районе, очень грубо, навскидку, более 800 тысяч квадратных метров придомовых территорий нужно приводить в порядок. Комплексно нужно подходить. До 10 километров асфальтных бетонных покрытий надо поменять. Это более 100 многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте. Это я говорю про затопленные подвалы, про недействующие лифты, лифтовые хозяйства, кровли, фасады зданий. Про придомовую территорию я уже говорил. Это большие, серьезные вопросы, которые так наскоками решить невозможно. Что нужно сделать для этого? Нужно разработать комплексный план, рассчитанный на минимум на 5 лет по развитию нового района. Куда будут заложены вот те проблемы, решение тех проблем, о которых я говорил выше. Здесь на новом районе необходимо обязательно построить центр внешкольного образования и спорта. Вот дети после школы куда могут пойти? Мы удивляемся, что наших детей засасывает криминальная идеология. А куда им идти после школы, если не на улицу? Вот у нас здесь на новом районе 2 сквера, да, вот между улицами Агарба и 30 сентября. Их тоже нужно привести в порядок. У нас, слава Богу, есть в Абхазии талантливые люди. Я вот поражаюсь, там вот иногда в социальных сетях видно. Есть такая талантливая группа архитекторов, дизайнеров, называется Харахакалык, по-моему, да? Надо их привлечь. Сесть все вместе, вот как мы сейчас сидим по-семейному, и сказать, вот нарисовать, предложить план как минимум на 5 лет. И вот здесь по-семейному мы с вами должны решить, что мы будем делать в этом году, в следующем году и через 2 года. Так сегодня решаются проблемы. Источник финансирования, 3 их должно быть, как минимум. Это средства республиканского бюджета, выделены под эту программу, средства местного бюджета, городские деньги, ну и плюс взносы жильцов. Я абсолютно уверен, если подойти прозрачно, подойти понятно, чтобы людям было, что мы делаем, с удовольствием все заплатят все коммунальные платежи в полном объеме. Я уверен, здесь еще найдутся те, кто еще сверху заплатит, да? Там найдутся те люди, которые... И очень важно, чтобы все эти процессы проходили абсолютно прозрачно. Куда деньги тратятся? Кто является подрядчиком? Кто является субподрядчиком? Какие сроки? Чтобы жители нового района могли как минимум в полгода раз, вот так мы могли собраться и сказать, этот этап реализован, следующий этап вот такой. Вот так делается везде. В мире так, в нормальных развитых странах. Когда чиновник не хочет украсть деньги на подряде, там, на асфальте или где-то еще, я не хочу уходить в какие-то детали. Я иногда вижу в городе очень таких, я не могу сказать, что это состоятельные люди, потому что это очень бедные люди в душе, которые могут народное добро украсть, это бедные люди. Когда я их вижу на очень дорогих внедорожниках, я не хочу уходить в эти детали, но мы все понимаем. Нужно все это делать прозрачно. И тогда к людям не будет претензий, почему за электроэнергию не платят. Вот про электроэнергию сегодня говорил здесь
Алхаз. Ведь проблема была всегда, я не спорю, и отключения были веерные, и при нас они были, но ситуация усугубилась кратно. И она усугубилась не потому, что мы стали больше потреблять по инерции, вот как оно шло, там 4% плюс. За 1 год, вдумайтесь, из-за неправильного решения правительства потребление в Абхазии увеличилось на 50%, почти на 1 миллиард киловатт-часов. Естественно, и без того наша вот эта система, передающие сети, трансформаторные станции, низкая сторона, получив такую огромную нагрузку, она стала выходить из строя. Плюс к этому у нас вырабатывает, здесь Адгур Лагилава говорил про Ингургэс. Это единственный источник сегодня, который питает нашу энергосистему. Но там тоже есть определенный лимит. До 2 миллиардов киловатт-часов. И вот это плюс 1 миллиард мы каждый год вынуждены. Вот президент вчера или позавчера на совещании об этом сказал. Он говорит, мы постоянно в роли просящих. Да, но зачем вы принимаете решения, которые еще больше усиливают нашу зависимость? И вот любой здесь сидящий человек, здесь не надо иметь 5 дипломов. Если человеку доверено дело, и он его провалил, вот мы человеку доверили, займись этим вопросом, а он своими нелепыми решениями не то что исправил ситуацию, а усугубил ее в разы. Я сейчас говорю про наше правительство. Ну, что мы должны с ним делать? Мы должны, как минимум, отстранить от работы тех людей, которые принимали эти решения. Но это же элементарно. Но что происходит у нас, в Абхазии? Вот сегодня президент выступал и говорит о следующем. Будет создано еще одно новое министерство, Министерство энергетики и транспорта. То есть тех 15 или 16, или сколько там, я уже сбился со счету, министерств было недостаточно, нужно создать еще одно министерство. То есть люди, которые занимались энергетикой, уничтожили энергосистему, провалили полностью работу, вместо того, чтобы их наказать, мы говорим, нет, теперь вы поигрались, давайте мы заберем у вас эту игрушку, и ты иди сюда, хороший, вот ты управленец, теперь твоя очередь. Ну, тогда, если ответственности никакой не будет, а за что тогда люди должны платить? За что? Поэтому, говоря об энергетике, слово ответственность всегда должно быть где-то рядом. Человек, ничего в этом тоже страшного нет. Если человек не справился, слушайте, при Владиславе Григорьевиче в те времена тоже сколько было премьер-министров, поменяли одного, второго, третьего, что от этого что-то, страна наша куда-то пропала. Это нормально. Это люди должны понимать, что это наши с вами слуги. Они наняты на работу. Справился, молодец, поощрим. Не справился, уйди. Но, к сожалению, сегодня происходит, что вот кто-то взял эту должность, забрал как свою собственность и не отпускает, понимаете? Вот что происходит. Теперь про апартаменты коротко скажу. Вот неприятно иногда слышать от людей, тем более хорошо знающих правду, что вот, дескать, оппозиция пользуется любым вопросом, дабы критиковать власть. Вы знаете, вот я перед вами стою. Я был министром экономики, кто-то знает, кто-то не знает, кто-то видел. В 2015 или 2016 году, я уже не помню, был форум. Я открыто, будучи министром, выступал против продажи жилья иностранных граждан. Хотя тогда многим не нравилось, и моим коллегам, может, не нравилось. Но мне Рауль Джунгач Хаджимба ни в чем не упрекнул. Он сказал, это твое мнение, и все, это мое было мнение. И сегодня мое мнение такое. Не потому, что я там в оппозиции или где-то еще. Почему я считаю, что апартаменты, когда говорят про апартаменты, уважаемые друзья, я хочу, чтобы вы очень внимательно понимали, что здесь идет просто, не хочу употреблять слово мошенничество, а это подмена понятий. У нас запрещена продажа жилья иностранным гражданам. А что такое жилье для иностранных граждан? Это квартира, которую он может купить, правильно? Ну вот он купил, взял ключи, все это его собственность, уехал в Москву, уехал там в Сызрань, не знаю, и вернулся, когда хочет.
А чем отличаются апартаменты, которые сегодня нам говорят о том, что мы хотим их продавать? Ничем. Апартамент-отель – это апартамент-отель. Апартамент-отель, он принадлежит вам. Вам принадлежит гражданам Абхазии. И вы сдаете его за деньги. Но апартамент, который купил гражданин Ардзенба, Петров, неважно, это уже его собственность. Так в чем разница между продажей жилья и продажей апартаментов? Просто другим словом назвали. И я поэтому говорю, а почему я против сегодня? Я не говорю, что всегда против. Сегодня мы не готовы. Вот здесь сидящие наши граждане, живущие на новом районе и в других районах Абхазии. Разве у нас с вами нет жилищных проблем? А что делать семьям, у которых 2 детей, 3 детей, 4 детей? Куда девать им своих детей? Вот они подрастут, женятся, где они будут жить? Когда это и так сегодня уже дорожает. А как только мы примем этот закон, это в разы будет дороже. Уверяю вас, лучшие земельные участки уйдут под строительство этих апартаментов. Лучшие сферы жизни, жизненного пространства нашего с вами уйдут под эти апартаменты. И что очень важно, в этом законе, даже они зачем писали, я не знаю, даже написали право делать забор, огородить эти апартаменты, чтобы мы с вами своим неопрятным видом, своими какими-то не портили им настроение. Вот сегодня что происходит. Почему мы и против этого. Я не буду долго вас задерживать, я бы больше хотел здесь, как хорошо товарищ сказал, от вас услышать. Мы с вами вместе делаем одно дело, но вот и во время войны, я часто об этом говорю, хабача усархон, ишгалашот насай хабача. Харай хамбарги хабшква бзира рбаат усархон ишгалаш. Абар харах хартги хасхай чта хартги хучква хаму. Шта хартги убаса хара халаги. Харай хамбар нас хабшква рбаат. И сколько поколений мы будем с вами это друг другу передавать. Это надо остановить. И мы с вами здесь, в Абхазии, должны громко сказать свое слово. И напомнить любому, кто забыл, что единственный хозяин в Абхазии – это абхазский народ.